Мы всегда рады всех видеть. А поводом для нашей встречи сегодня послужил праздник, который ежегодно отмечается славянами. Это праздник День славянской письменности. Сегодня мы поговорим об этом празднике. Напомнить о нем нам попытаются студенты музыкального училища. Они исполнят нам гимн Кириллу и Мефодию, которые являются основателями славянской азбуки. Слава вам, братья славян, просветители, церкви славянской, святые отцы! Слава вам, правды Христовой учители! Слава вам, грамоты нашей Творцы! Слава вам, грамоты нашей Творцы! Будьте славянству звеном единения, братья святые Мефодий, Кирилл, да осенит его дух примирения вашей молитвой пред Господом сил, вашей молитвой пред Господом сил. Слава вам, братья славян, просветители, церкви славянской, святые отцы! Слава вам, правды Христовой учители! Слава вам, грамоты нашей Творцы! Слава вам, грамоты нашей Творцы! Слава вам, грамоты нашей Творцы! В этот раз мы решили показать книгу как произведение искусства. Отобрали из фонда редких и ценных документов и фонда отдела национальной и краеведческой литературы и библиографии книги, которые, на наш взгляд, отвечают именно критериям, скажем, отвечающим вот этому названию выставки. И мы показали ту книгу, которая, на наш взгляд, именно отличается от другой, рядом стоящей на полке книги, какими-то своими особенностями оформления, иллюстрирования, особенности, скажем, переводного мастерства. Историки книгоиздания утверждают, они даже не утверждают, а знают точно, что на заре книгоиздания книга творчества, само книгоиздание – это было искусство. С 16 века, если кто не знает, то с 16 века начинается новая эпоха вообще книгоиздания. До этого книги до 1 января 1500 года они назывались инкунаблы, дословно колыбель. То есть это все книги, которые еще были рукописные в большей степени, но уже приходило промышленное производство. Так вот, начиная с 16 века это становится художественным ремеслом. А с начала 20 века это отраслью промышленности, отраслью производства. И сложность получается в том, что когда это стало массовым, то нужно было найти и задействовать столько художников, которые бы превратили все это в искусство. Хотя, надо сказать, книга, как само искусство, оно формировалось достаточно длительно и долго. Ну, скажем так, даже в рукописной книге, то есть даже с появлением новых материалов, папирус, там, например, пергамент, на котором уже можно было рисовать, писать, не только там текст писать, но уже рисовать что-то можно было, миниатюры какие-то, буквицы. Вот. Уже начинает появляться ощущение, что это уже отношение как к произведению искусства. Хотели украсить, но те ведь книги делались на века. Вообще книги, надо сказать, в то время делались на века. Это сейчас скоротечность. Книги выпускаются на какой-то период, на краткосрочный. Книги выпускаются на тематику, может быть, не столь значительную. Вот есть ощущение, что в книге должны уместиться факты, которые тоже должны быть на века.
они опробированы, они обществом как-то вот профильтрованы. И вот самое важное в них должно закрепляться, потому что человечество практически шло с того времени, как появилась письменность, как ее изобрели, оно все шло к тому, что в каком же футляре-то, вот в каком футляре заложить вот эти знания, которые передадутся там через поколения, через века. Вот. Недаром ведь все человечество жалеет о чем? Оно жалеет о том, что исчезают, жгутся, сгорают библиотеки, уничтожаются библиотеки, потому что это такой элемент духовной культуры. То есть изначально, скажем, вот письменность, вот передача информации, вот этого духовного, вот этих знаний, это первично. Культура это включает только часть этого. В культуру очень много чего включается. Поэтому книга несколько стоит особняком. И изначально, когда была рукописная книга, уже пытались как-то найти какие-то соотношения. Во-первых, все изначальные форматы, конечно, были большие. Вот у нас тут есть самые большие книги, но это маленькие форматы. Вот Альт Мануци был такой итальянский, да, знаете, наверное, кто-то знает, да, книгоиздатель, который, кстати, придумал оглавление, придумал запятую, вообще много чего придумал. Так вот, он стал форматы, которые, все книги были раньше практически религиозные. Кстати, они в нашей вот стране, они практически до Петра дошли. То есть с времен Петра вдруг началось только издание каких-то учебных там книг, научных и все прочее. Все были церковные книги. Вот. Поэтому все книги были большие, они стационарные, вот они клались там на подиум, на котором читали. Они были стационарные. Вот. То есть они были, если вы представляете большой лист, то это были пол-листа или четверть листа. Это огромные были, большие книги. Ну, собственно, они требовали вот неспешного чтения. Не все были, скажем так, хорошо зрячие, чтобы можно было спокойно, свободно читать. Но с появлением национальных, ну, скажем, национальных книг, это где-то 16 век примерно, да, появляются национальные книги. То есть становятся тоже, появляются учебные, разные. И, естественно, и печать уже наборная, то начинают художники, которые так или иначе пришли в книгу, а в первые книги пришли практически все художники. Каллиграфисты пришли. Это каллиграфы пришли, а не художники, по сути. И вот они начали вымерять это, вот эту раскладку полей сверху, снизу, справа, слева. То есть находить полосу набора наиболее приемлемую, удобочитаемую, чтобы глаз там, боковое зрение не убегало за страницу, там, да, чтобы держалась эта полоса набора. Вот само искусство уже заключалось в том, что даже мы пока не говорим о картинках, мы говорим о том, что вот эту полосу набора надо было выстроить. И сейчас существует, например, 3 полосы набора. Одна очень большая, когда края маленькие, это когда чтение фрагментарное, ну, например, энциклопедии, справочники, да? Либо художественная литература, у которой побольше, это там, где как раз сама полоса набора, вот она глазом держится хорошо и удобно читается, легко читается. Ну, и 3-я полоса, она бывает особо художественная, где поля большие, они как паспорту в картине, собирают весь текст, он приобретает некую торжественность, совершенно другой статус. Так вот, еще идет исследование и поиск прекрасного, вот золотого какого-то сечения, вот самого формата книги, полосы набора, еще идет вот в такой поисковой форме идет. Но уже многие поняли, что ну как книгу продать, вот какую-то научную, любую, нужны иллюстрации. Буквально, если говорить об иллюстрации, то иллюстрация иллюстрирует, ну, скажем, поясняет текст. Ну, где-то она расширяет его, может быть, да, но в целом она его поясняет, этот текст. Но они пришли к тому, что текст, который пояснен, он лучше воспринимается, и книга лучше расходится. Если вы вспомните себя, например, да, независимо от возраста, если пронаблюдать ребенка, который берет книжку, что он смотрит? Он вначале смотрит картинки. Даже если он не умеет читать, себя вспомните. Когда вы берете книгу, вы текст будете читать в последнюю очередь. Даже под рисуночные подписи, какие-то там будете читать, вы все картинки просмотрите. У нас остается психология
такого естественного восприятия, потому что все, что нарисовано, оно нам предметно, оно нам понятно. Потому что буква, знак – это фонетика. Из него еще надо складывать. Вот чем китайские иероглифы, например, отличаются. Там сразу в иероглифе несколько понятий. И мы, когда читаем, я имею в виду, человечество, китайцы в данном случае, да, не мы, может, мы язык не знаем. Если они читают, они сразу представляют картинку. Мы не можем представить картинку. Нам нужно собрать слово, чтобы мы представили картинку, а то предложение. Потому что одно слово, там какое-то молоко, нам мало о чем скажет. Нам нужно некое представление. Но в этом тоже есть некое преимущество. То есть, говорю к тому, что картинка играла, как иллюстрация, играла большую роль. В дальнейшем она просто начала очень бурно и очень активно развиваться. И в какой-то мере где-то приобрела вообще самостоятельность полную. У нас много было художников, которые работали, иллюстрировали произведения Петра Первого, того же Гоголя «Мертвые души», художники. Они делали станковые работы. Они даже не предполагали, что они могут там печататься. Это были станковые работы, которые можно было видеть на выставках. Мало того, у многих иллюстраторов, как, например, с тем же с Петром Первым, там фильм о Петре был построен на вот этих образах, на этих костюмах, на этом представлении художника. То есть иллюстрация стала немножко отдаляться. И самое интересное, если поначалу все-таки для каждой книги нужен был художник. Хочу еще вот что напомнить. Например, в России у нас за целый 16 век было издано всего 18 произведений. Конечно, они все религиозного плана были. Это как была закладка корабля или здания. Там неделю пировали до, неделю пировали после. И в издании этом самых лучших материалов, самых драгоценных дарили патриарху, дарили царю, и там еще свите достаточно богатой. То есть это было очень обставлено, это было торжественно. И лишь с 20 века начало приобретать вот такую массовость, когда уже художников не хватало и нужно было что-то для этого делать. Первое, как всегда, как изобретатели станка, пришли немцы, конечно. Что они сделали? Немцы создали школу веймарскую, это в начале прошлого века было, где обучали типографских рабочих вкусу, чтобы они без участия художника могли грамотно сделать титул, полосу набора, спуски, заголовки, оформление. Уже пришло оформление. Если я немножко отвлекусь, если вы заметили, да, здесь и старых книг много, даже и из реставрированных, из сплетенных, заметили, что все обложки практически без оформления. Надо сказать, что изначально вообще обложек-то не было. Был блок, был титул в нашем понимании. Да? Обложки появились из-за того, что книги это была драгоценность. Их было не так много. Раньше он эпитимию накладывали, чтобы там за жизнь штук 10 переписал. Это был героический подвиг. Так вот, книги, то есть обложки, они были без оформления. Это было сохранение блока. И только позднее, в 20-х годах, стало появляться, что этого мало. Что, оказывается, обложкой можно рассказать еще и о том, что внутри находится. Мало того, это оформление, оно ушло еще и дальше. Сейчас, правда, оно уже на спаде, но у нас было много книг с супер обложкой. То есть это была некая своеобразная реклама. Она уже иногда даже отдалялась от содержания. Главное привлечь, главное, чтобы человек взял в руки книгу. Получилось так, что с появлением этой веймарской школы участие художников уже не так нужно было много для всех книг. И поэтому они могли сосредоточиться на самых важных, на самых хороших книгах. Собственно, это в советское время было. Я одно время работал в издательстве. Я сейчас сотрудничаю, но когда работал в издательстве, у нас всегда были особые книги, особые темы, на которые мы и деньги выделяли, и внимание большое, и художников хороших привлекали. И это практически было всегда. Но была и рядовая книга. Но задача современного, например, производства, современного отношения, оно все-таки сохраняется, несмотря на всю эту рыхлость и, в общем-то, полное равнодушие уже к книгоизданию. Всем кажется, что оно умрет, а, конечно, не умрет.
Вот. Не умрет хотя бы только потому, что это другое общение. Вот отключили электричество в Америке, в Северной и в Южной Канаде, и одичали ребята. Просто не знаю, чем заняться. Все электронные версии, все электронные книги, все исчезнет. А это всегда остается, это всегда останется. Оно всегда будет драгоценностью. Так вот, художники уже могли сосредоточиться, уже даже рядовые книги хорошо оформлять. То есть стало не просто, скажем так, оформлять, хотя сейчас есть такая тенденция, что берется какая-нибудь иллюстрация, ставится, заголовок пишется и все. Если брать мастеров, ну, скажем, такой классики своеобразного Серебряного века, то там, конечно, там продумывалось все. Там продумывалось, что там будет, там ничего не было случайного. То есть книга это было отношение как вот к чему-то драгоценному, как к ювелирному какому-то украшению. Поэтому в хороших книгах всегда все выверено, а самое главное, для чего все это делается? Чтобы было удобно читать. Вот как в шрифте, вот что такое вот искусство, да, шрифта? Это когда вот в превосходной степени сливаются там удобочитаемость, красота и выразительность. В книге то же самое, точно, только так. То есть получается, что любая книга это не просто поставленная иллюстрация и написан какой-то заголовок. Я вот уже Светлане Борисовне как-то в такой приватной беседе не так давно, когда готовились к этому, рассказывал, что вот такой Любарец у нас художник, да, знаком кому-то, может не знаком, но хороший художник у нас есть в Удмуртии. Он долго сотрудничал как художник с издательством, и через 3 года как-то он просто сознался. Да, говорит, мужики, я, говорит, только сейчас понял, что обложка это не иллюстрация, на которой написан заголовок, что это совершенно другое. То есть иллюстрация, все, что принадлежит блоку, это совершенно иное. Там художник выступает как соавтор. Если он буквально это иллюстрирует, то это не всегда может быть хорошо. Вот здесь лежит книга хорошая, да? Типажи. Нет. Типажи по Гоголю. Да? Очень хорошая. Вот там художник, он не иллюстрирует, он типажи просто дает, да? Но это его видение. Он практически работает как психолог. И художник тоже должен работать как психолог. У него свой алгоритм выстроен в книге. Особенно это касается детской. Если просто иллюстрировать, это будет неинтересно. Фантазия должна брызгать из художника просто. Он должен рядом что-то рассказывать. Поэтому я вот до сих пор считаю, что, например, художник и автор книги, они должны стоять рядом. Ну, вот, по-моему, какие-то попытки у Успенского там были, потому что вот образы, которые художник нарисовал, они настолько созвучны, мы их разделить не можем. Другой художник нарисует, все, мы его не воспримем. Вот иногда в фильмах также бывает, ремейк делают, вот не попадают и все. Хорошо, может быть технично, даже все интересно сделали, а вот не попадают и все. И это не потому, что есть первичность восприятия, а вот не попали. Где-то не попали, где-то неубедительно. Вот. Поэтому иллюстрация не есть просто какая-то часть книги, которая говорит об ее искусстве. В книге все соразмерно и созвучно. Это еще, кстати, надо сказать, идет и от национального характера. Например, у немцев они ближе всего. Кстати, у них эстетически очень хорошо сделано, продумано, несмотря на то, что у них слова очень длинные. И, казалось бы, они должны делать книги пошире, чтобы это можно было читать, но тем не менее, вот немецкие книги, они ближе вот к каким-то вот таким форматам, к какому-то золотому сечению. Итальянцы размашистые, без рук не говорят, да? У них и книги такие, у них шрифт тоже такой же. Французы, у них тоже большие книги, но самые большие это у американцев. Вот. От характера много зависит. У нас как-то взвешенные. У нас наши, вот надо сказать, форматы, ведь книга начинается вообще-то с формата. Вот как ее удобно, неудобно взять. Книгу, выпущенную вот в таком формате, все-таки стихи это, например, такая камерная, интимная сторона, да, когда ты наедине с этим, ну неудобно будет читать. Это точно надо куда-то класть на стол, а не где-то, может быть, там прикорнувшись вот так вот в полумраке почитать и побыть наедине с этими стихами. То есть у каждого вида изданий свой формат.
И поэтому, когда он нарушается, когда переходит, у нас много книг, помпезных каких-нибудь, вот, современных помпезных, когда что-нибудь вот выдадут. Ну вот такие книги. Понятно, это как подарочные, но скажу, что в них, конечно, что-то есть. Вот это не просто дань моды, да. Это надо застолбить, сказать о чем-то как будто бы важном, и пытаются передать вот через такое оформление. Конечно, в старину, пожалуйста, вот те же самые книги, которые были вот таких, казалось бы, просто оберточных переплетах, они же были из хорошей кожи, они были с каменьями, они были с обкладами серебряными, золотыми. Вот. Но вот такие книги, это книги факты. Вот понимаете, вот они приходят, и вот они вот как пришли, вот они так и ходят легко. Потому что их держать дома, вот они для обкома. Вот держать дома их не будешь. Потому что в них, в принципе-то, рядовые фотографии, ну что вы. Либо тогда нужно увеличивать еще больший формат, чтобы можно было вот эти, ну посмотрите тоже, вот, чтобы можно было вот эти картины, чтобы в них можно было углубиться, чтобы в них можно было посмотреть. Это я говорю к тому, что много зависит от формата. Формат прежде всего предполагает, что сразу, не читая ничего, вот я китаец, не знаю, я не на кириллице, да, ни на чем, я могу сразу предположить, вообще книга какого значения, о чем она может быть, еще без оформления. Вот. А уж если говорить об оформлении, то, естественно, должно работать очень точно. И надо сказать, что вот в советское время, это вот после революции, если помните, у нас были хорошие книгоиздатели, там Маркс, Сытин. Кстати, сейчас вот Сытинская премия в книгоиздании, она до сих пор присутствует. То есть это один из таких, из больших, ну скажем, наград в нашем книгоиздании, в советском. Так вот, когда после революции часть разбежалась, часть была уничтожена, художников не было, но был всплеск. Был тогда стиль, которым, я бы сказал, что гордится и должна гордиться наша страна, авангард. Вперед идущий авангард. И в то время пришли не художники, или художники, которые по наитию, из того, что было, печать-то была высокая, то есть это были литеры, это все собирали, вручную набирали, не как сейчас офсет, вот на компьютере PDF-ку сделал, отнес, отпечатали. Нет, все было совершенно сложнее. Так вот, они из того, что вот из этих брусочков, из этих буквиц, они делали оформление. Здесь, по-моему, где-то есть. Вот, пожалуйста, вот одна из обложек, вот Маяковский. Это вот как раз та эпоха, этот стиль, это времена Маяковского, когда туда много пришло таких, ну, конструктивистов, причем во всех аспектах, и в архитектуре, и в чем угодно. Родченко, фотографии, там, Татлин в архитектуре. Вот. Маяковский там, пожалуйста, он не только в стихах, он и оформитель был хороший. То есть много пришло художников, которые из ничего сделали произведение. Ну, казалось бы, вынуждены были. В стране тогда действительно было плохо. Надо сказать, что до 1925 года, после революции, страна жила на бумаге Сытина. Представляете? На его запасах. А он печатал дешевые издания мировой и отечественной литературы на всю страну. То есть действительно был такой разор. Еще одна маленькая страничка, которая говорит об искусстве как раз. Есть такой фаворский художник, график. Так вот, у нас тогда были как раз на волне вот этого авангарда, может быть, надо сказать, на истеке уже этого авангарда, были образованы в Хута-Ин, в Хута-Мас, это художественное мастерские, где готовили художников. Прямо вот брали и вот из ничего и чего-то готовили. Ну как-то находили, энергетики было, что ли, у людей много. Находили, и действительно много тогда пришло хороших художников, которые, кстати, работали даже иногда на одну книгу. Например, Пискарев, вот он мог на какую-нибудь книгу, вот Льва Толстого, взять и проиллюстрировать, и все. Вот на одну книгу. Со шрифтами точно так же экспериментировали. Вот. Так вот, этот Фаворский говорил как раз про иллюстрации. Им, это говоря о художниках, нужны картинки, а мне нужна книга. То есть в то время опять пришло новый виток осознания
Ну, это параллельно с Веймарской школой, где стали тоже готовить из рабочих, хороших, ну, скажем, художников. Ну, не художников, но людей со вкусом. Я отвлекусь, может, даже где-то будет кощунственно. Я как-то на Московской книжной выставке ярмарки был большой привоз и была очень большая выставка. Ну, что, как это было, потребность, что ли, не знаю, такая заинтересованность в гитлеровской Германии. Тех времен. Я был поражен. И знаете чему? Вот внутреннее душевное какое-то отторжение, какой-то аусвайс или какая-то листовка, не ходить, не бегать, не топать, да? Но она сделана. Она сделана рабочими, там не художники работают. Она сделана с таким вкусом, что нам до этого бежать. Вот. То есть развитие, вот, скажем, хорошей книги, это такой на самом деле долгий процесс, тем более вот сейчас есть такая тенденция, что все ГОСТы наши, а это, представляете, это веками отрабатывали все эти пропорции, что с чем сочетается. Все игнорируется, все абсолютно игнорируется. То есть мы начинаем все с нуля. Меня это в стране иногда просто поражает, потому что каждый раз все с нуля. Вот каждый раз все с революцией. Ни одна революция ничего хорошего не приносила, ни одна. И тут вот снова чего-то надо начать. Поэтому появляется много таких, ну скажем, ну книг утырок каких-то, вот, которые вот не смотреть, не читать не хочется. Тем более, это еще связано, конечно, с замиранием вообще книгопечатания. У нас же одно время было много издателей. Но осталось одно, вот наше национальное, практически, ну такое, я бы сказал, полноценное. Есть у нас еще ряд с громкими названиями, но там все кичево. Если кто знаком, знает, что такое кич, да? Знаете, знакомо? Кич это перебор вкусовой. Это уже такая сладость, такой рафинат, пастила такая, которая просто уже не естся и не переваривается. Вот. И стало очень много таких книг, где пришли дизайнеры. Ну, я скажу, что, конечно, отчасти, может быть, и наш вуз имеет к этому отношение. Но у нас дизайнеров готовят не только в ВУДГУ, еще и ЖГТУ, еще много других структур, где готовят. Где как раз идет компилятивная работа, когда даже терминологию не знают, когда не знают вот глубин, начинают оформлять, делать, ну хорошо, если тоже на наитии, вот, на каком-то природном вкусе, но чаще всего вот от какой-то вот, я не знаю, не то что отчаянности, ну вот какой-то свободы, такой раскрепощенности, которая, вот это как поведение хулигана, ему же без разницы, как он себя ведет, он со стороны себя не видит, это то же самое. И вот сейчас, может быть, задача-то, она действительно трудная, но вот эта часть ушла немножко в сторону. Я скажу, что она ушла в сторону в связи с появлением, конечно, компьютеров. Книги идут случайно. И мало людей, которые бы туда стремились и очень хотели. Вот у меня несколько моих личных выпускников, с которыми я вел дипломы, вот я уже говорил, после защиты диплома чуть-чуть поработали, книжка вышла. Удмуртские народные, удмуртские мифы, сказки, легенды удмуртского народа. Вышла. Девочка сразу сделала, талантливая. Другое дело, как она останется в этой книге. И как она вот это все проявит, потому что, ну, мало, издания рядовые, часто подножный корм, в принципе, для издательств. Еще одна девочка сейчас готовит у меня, она как раз вот работает в технике, вот в компьютерной технике, она хорошо работает, хороший художник, в общем-то. Но тоже, на чем это остановится, куда она выльется, ну, будет делать какие-нибудь плакаты еще. То есть вот рангом, статусом все это будет ниже, может быть менее интересно. Поэтому вот проблема искусства книги, она на самом деле очень серьезная. И вот если вы посмотрите вот, на весь ряд, здесь есть, конечно, и хорошие книги, есть вот я тут, в прошлый раз мы тоже беседовали, есть вот и такие книги. Вот как художник, который о книге полностью представление имеет. Во-первых, сделана она, вам знакомы папки, которые вручают в книги торжеств, каких-нибудь, поздравительные адреса. Да? Вот она сделана по принципу поздравительного адреса. У нее и титул, и даже филологически неверно. Если различаются, там, скажем,
заголовок и подзаголовок, ну, точек там не ставится. Вот здесь украшения. Вот не читаются там шмуц-титулы. Мало того, художник привлек весь свой арсенал, которым он владеет, вот который он узнал в ВУЗе. Вот он все сюда втолкнул. Что, как читается, то есть вот это вторичность. А все-таки в книге, книга вообще сама по себе, она вообще-то сделана не для того, чтобы ее мы украсили. То есть не для украшения она сделана. Она прежде всего должна достоверно, точно и красиво передавать информацию. То есть в ней не должно быть доминирующей стороны. Либо мы только красиво оформили, взяли красивый материал. Мы в свое время делали эксперименты. Чайковского собирались печатать. Мы брали ситчик в магазине, грунтовали его, и на нем можно было печатать. То есть, в принципе, свобода была какая-то, да? Но опять был перекос. Мы опять немножко ушли в сторону, и вот сам набор, он как-то уходил, он как-то в сторону уходил. В хорошей книге вас ничего не должно напрягать, вы должны легко читать. Вот ничего не должно. Глаз не должен прыгать с одной строки через одну или опять на ту же строку. То есть вот все должно быть выверено. И я скажу, что вот в старых книгах особенно, поскольку это была печать высокая, естественно, там были допуски, но были пробельные материалы, которые ставились от рисунков, от полосы набора. Все это, надо сказать, было ручное, это через себя пропущенное, очень тонкое. Поэтому книги, может быть, вот до 20 века, они характерны тем, что в них больше продуманности. Они, конечно, оформлены, может быть, не так зрелищно, но это время. Что-то, может быть, от старости, там, переплетают же, но книги стареют, все равно все стареет. Да? Вот. Но, тем не менее, я бы сказал, молодым всегда есть поучиться именно на тех книгах. Ну вот, собственно, я хочу просто вас отослать к тому, что вот здесь есть, в этом наборе, есть экспериментальные книги, да? Они вообще разного назначения. Вот это наборные книги, но она сделана по, ну, скажем, по грамоте. Вот она сделана, она должна легко восприниматься, легко читаться. И потом, разное назначение. Есть книги, которые действительно нужно, может быть, так проиллюстрировать, что текст будет уходить где-то на второй план. Потому что, а что первично было? Либо рисунок, либо картинка. Поэтому вот издания здесь представлены очень хорошие и разнообразные. Вот это издание, например, нашего издательства. Ну, правда, не все нашего. Это вот бывший Удмуртский университет, дом такой был. Вот примерно со вкусом. Вот, кстати, тоже один из моих дипломников. Они уже созрели как-то, уже как-то делают более осознанно книги. Но все равно этого мало. В основном здесь представлены, ну, скажем, хорошие книги, за несколько лет отобранные. На самом деле рядовая книга, вот она идет. Хотя, когда работал в издательстве, у нас был принцип, не должно быть рядовой книги. Вообще все книги должны быть достойно оформлены, чтобы они были интересны. Даже хотя бы исходить из того, что это все-таки товар, и его нужно продать. Потому что я помню, когда пришел в 1981 году в издательство, и попал случайно на ревизию. Ну, ревизия, я был в том числе, послали нас куда-то по районам. Как книги и издательства расходятся. Из 3000 2 книжки разошлось. За 5 или 6 лет. Все можно отпечатать и сразу вести во вторчерку. И поэтому у нас уже политика была немножко другая. То есть вот красивое, как говорится, оно есть красивое. А некрасивое, вот, тут ничего не сделаешь. Так что, когда будете читать, что-то смотреть, обращайте внимание. Ну, для себя так отмечайте, легко ли вам читать, удобно ли, напрягаетесь ли, вообще вам интересно смотреть это все. Первые книги, которые выпускались, они выпускались в рукописном варианте. То есть один человек был и художник, и писец, и переплетчик. То есть все делал один человек. Потом, когда нужно было увеличить тираж, появились художники, распределение работ появилось. То есть писец, когда пишет вручную, он сразу оставляет места, поля, планирует. Сейчас это называется версткой.
планирует места под рисунки, планирует места под концовки, под буквицы. Все оставляет это места, и художник потом, краснописец так назывался, тоже оформлял книгу, пишет буквицы, рисует концовки, поля оформляет как-то различными узорами. И потом приступал к работе уже переплетчик. Это все делало книгу очень красивой, даже несмотря на то, что уже 3 человека работали, но была какая-то согласованность. В настоящее время художники работают по тексту. Иногда художник, автор задает художнику свое восприятие этого текста, то есть оговаривает, что вот должно быть нарисовано здесь, что должно быть нарисовано здесь. Но, наверное, это не совсем правильно, потому что у художника, как у человека искусства, у него свое восприятие, а автор по-другому воспринимает. Я стараюсь в своих работах не ограничивать художника. Даю ему текст, и где ему что взбредет в голову, так грубо говоря, он там и рисует. И потом я эти рисунки вставляю в книгу. Чтобы книга была красивой, чтобы удобно читалась, нужно выбрать формат. Сейчас в настоящее время стараются делать книги форматом в соотношении сторон 0,7, отношение короткой стороны длинной. И, наверное, многие знают, что формат А4 как раз это соотношение придерживается. Далее, книгу красиво делает еще качество бумаги, поверхность бумаги, цвет бумаги. Я в своей работе сначала пользовался только белой бумагой, кладка белая, просто шершавая бумага. И также еще используется определенный шрифт для определенного текста. Желательно тоже выбирать шрифт. Одна из первых книг, которую я выпускал, я столкнулся с тем, что выпускал стихи, серия «От цветка неповторимых», 3-томник у меня есть. И первый же том, который я выпустил, называется «Ландыш». И там стихи Чайковского о цветке ландыша. И столкнулся с тем, что строка стихотворения, строки у них очень длинные, и пришлось формат выбирать тот, шрифт вернее, тот, чтобы он входился в этот формат страницы. Поэтому очень мелкий шрифт получился, не очень удачная книга, но говорят, что хорошо все получилось. И вот как-то пришлось изворачиваться. И соотношение размера текста формату самой страницы тоже должно соблюдаться, чтобы она хорошо читалась. Вот есть такой в Питере автор, вернее не автор, а издатель Андрей Рыкованов. Здесь, по-моему, представлены его книги. Не совсем удачно, мне кажется, соблюдено это соотношение. То есть одна страница, книга миниатюрная, все красиво, внешнее оформление. А когда открываешь, там на одной странице несколько слов. Это не очень хорошо. То же самое художник-микроминиатюрист в Омске выпустил самую миниатюрную книгу 0,1 на 0,1 миллиметр. Да, книга очень маленькая, красиво смотрится под микроскопом, но внутри страница состоит из 1-2 слов всего лишь. А некоторые даже полслова почти. Это уже не считается книгой, мне кажется. Некоторые книги, особенно московские издательства, украшают обрезы. Допустим, мраморный обрез, золотой обрез по торцу книги украшают. Либо рисунки рисуют, вот эти вот места. Либо просто напыление идет золото, серебро, мрамор.
тоже очень здорово украшает, красиво смотрится. И удорожает книгу, естественно. Почему-то это у коллекционеров очень ценится. Книга должна вот соблюдать все эти параметры, все эти, как сказать, ну, все эти условия, чтобы книга хорошо смотрелась, чтобы было приятно ее в руках держать. Я еще хочу сказать о духовной стороне книги, как о произведении искусства. Книга должна включать в себя чувства, то есть, когда книгу читаешь, какие чувства оставляет после себя эта книга. И хотелось бы и к ней вернуться, почитать еще раз, перечитать какие-то переживания. Второе – это мысль. Какую мысль автор приносит в этой книге к читателю. И третье – это идея. То есть какой-то оригинальной ситуации, оригинальный мир, который придумал автор. Вот это все относится к духовному книге, как к духовному произведению искусства. Остальное все сказал Александр Васильевич. Скажите, пожалуйста, почему именно миниатюрная книга у вас? Почему именно вот она вас привлекла? Ведь ее уже очень трудно делать. С детства вообще-то занимался миниатюрой. Привлекал меня все это. Не только книги, а вообще все миниатюрное. Наверное, это произошло тогда, когда я в «Пионерской правде» давным-давно, лет 50 назад, прочитал про художника Николая Седрийского. Это украинский не художник, микроминиатюрист. Это украинский микроминиатюрист. Он делал уникальные вещи микроминиатюрные. Вот с этого момента, наверное, я занялся миниатюрами. А книгами я занялся тогда, когда увидел книгу про Федота Стрельца. Очень хорошая сказка. И хотелось, чтобы она у меня постоянно была в кармане. А она была выпущена в брошюрном варианте, потрепанная такая. Такую книгу в карман, во-первых, не положишь, во-вторых, ее читать неудобно. Вот как Александр Васильевич сказал, стихи нужно делать в таком формате, чтобы можно было уединиться с этой книгой. Вот я сделал такую книгу в таком формате. Тогда я работал на заводе, коллеги меня увидели, попросили тоже сделать подарки или себе. Я сделал им комплект. Потом это увидел председатель общества любителей миниатюрной книги Ижевска. Было такое раньше общество в Ижевске. К сожалению, распалось. Да, собирались в библиотеке. Он отвез партию книг, которые я сделал в Москву, показал на выставке. Ну и пошли заказы. Занялся этим делом. Сначала были заказы просто здесь, в Ижевске, потом в газете «Книжное обозрение» ежеквартально печатали отчет, что выпущено в России за последний квартал и кто выпустил. И там перечислены, какие издательства и что выпущено. Мое издательство тоже там принимало участие. И книголюбы начали присылать заказы. И вот я начал по России работать уже. Не только те книги, которые я издаю, заказываю, но и те, которые хотели бы издать авторы. Якутия, Новосибирск, Ленинград, Москва. А потом уже из-за рубежа пошли заказы и на издание, и на то, что я выпустил. Книги сейчас расходятся по всему миру. В Германии, во Франции есть, в США, в Израиле. Ну, страны ближнего зарубежья я уже считаю, как Советский Союз. Самая маленькая книга ваша. Самая маленькая, которую Какой я размер выпустил, у нее? формат
формат 10 на 15 миллиметров, это уж я так выпустил ее, чтобы посмотреть, что у меня получится. Эта книга, к сожалению, не здесь. Про царя и 4 генералов. Сказка про царя и 4 генералов, автор Михаил Федотов. Я ее выпустил в 3 форматах. 10 на 15, 15 на 20 и 20 на 30. 3 формата. Тоненькая книжечка, там 30 страниц всего. Но получилось. Проблема была в том, что я работаю с лазерным принтером, а там у нее болтается немного бумага, когда печать идет. И нужно было точно попасть, чтобы лицевая и задняя сторона совпадали. Вот это только проблема. А в переплете там никакой проблемы нет. Были бы руки только. В городе у нас больше нет издателей или есть? Не только в городе, но и в Уральском регионе вообще издатели миниатюрных книг. А Пермское издательство раньше издавало книги? Пермское издательство сейчас не издает. Сейчас? Ну, они и раньше не издавали, они издавали малоформатные книги. Малоформатная книга это вот больше 100 миллиметров. Это по советскому стандарту, если менее 100 миллиметров, это считается миниатюрной книгой. А Пермское издательство чуть больше выпускало. Это малоформатное считается. Раньше в журнале издательства и полиграфии, по-моему, называется, печатали книги, прямо на листе распечатывали страницы и заднюю и лицевую сторону. Можно было вырезать этот лист, разрезать, сшить и сами издавали. У меня есть несколько таких экземпляров, но это не я сам делал, это уже в магазине. Кто-то, видимо, делал и сдавал в магазин. Хотел принести и забыл книгу, которую заказали мне в Торонто, автор из Торонто, с Канады. Он узнал, видимо, вот любители миниатюрной книги общаются в России и Канаде. И вот меня рекомендовали как издателя, который делает очень красивые, аккуратные книги, и я для него сделал его книгу о жизни в Канаде. Называется «Канада с той стороны одиночества». Такого формата. Очень интересная, богато иллюстрированная книга. Но я его выслал, он был в полном восторге от этой книги. Правда, я ему говорю вот в таком формате выпустить, потому что чтобы читалось лучше. И иллюстрации так лучше смотрятся. Но он вот заказал такой формат. Ну, тоже вроде хорошо получилось. Но я ему авторские экземпляры только выслал 5 штук. А остальное так по России разошлось. С утра делал эту книжку, чтобы показать. Я ставил подпись. Ну, значит, будет еще встреча у нас с вами. Спасибо. А в Казани есть миниатюрное издательство? В Казани. То есть, вернее, издают ли там издатели? Там Есть что-то издатели? недавно я видел, издавали на миниатюрную какую-то книгу, но, по-моему, постоянно никто не выпускает. С Казанского музея искусства есть, по-моему, такой. Или картинной галереи, что-то такое. Подходил директор, когда я там на выставке был. Арт-галерея там, арт-Казань, выставка ежегодно. Подходил директор этого картинной галереи, хотел это издать в таком формате, как копии картин, как презентационный сборник. А вы свои книги не будете чтобы, например, продать? Продажи. Ну, города даже держатся среди. Ну, я езжу только на выставке. Я езжу на Спасскую ярмарку. Это всероссийская ярмарка мастеров декоративных прикладного искусства. Первый год, когда я заявился, я сказал, вроде я как тоже мастер декоративных прикладных искусств. И они так обрадовались, сказали, приезжай. Вот я приехал. Дали там мне место, там стул выделяли. И когда организаторы подошли к столу, долго возмущались, почему я им не показал эти книги. Либо, говорит, вас президентский ряд поставил, президент ходит, чтобы показать, вот такие у нас вещи есть. Я говорю, ну что ж.
и судьба. Сколько времени уходит в создание? Издание и ну вот когда мне высылают электронный вариант книги и полностью весь тираж отдаю за месяц одной книги. Вы один работаете, да? Практически один. Но художники еще работают. Скорость зависит больше от художника, чем от меня самого, потому что художника не подгонишь. Он может месяц, и 2, и 3 думать. Но если иллюстрация уже готова, за месяц выдаю. Вы книги делаете только на заказ или вы их еще и распространяете в магазин? Ну, в Ижевске продаются в выставочном центре галерея, потом в Светелке, это за Михайловским собором, там есть салон. В радиотехнике на первом этаже, радиотехника 1. И парк Ин. А вот в другие города не берут, да? То есть вы не отдаете. Я просто знаю, у нас в Национальной библиотеке только не здесь, а в Татарстане, у них есть книжный киоск сувенирной продукции, они тоже там, кстати, продавали миниатюрные книги. То есть и сейчас он у них этот киоск существует, и даже сделали Казань. Национальная библиотека Татарстана. То есть продукция у вас интересная. Предложите реализацию. Да. После первой, вернее не после первой, а к первой ярмарке, с выставки ярмарки я поехал, и они вот такую мне книгу заказали после того, как увидели. У меня вот сестра в Елабуге купила такую книгу на выставке. Ну, там есть салон, художественный салон, они мне партию книг уже, вторую партию книг заказали. Марины Цветаевой. Сейчас я работаю с музеем Марины Цветаевой. Там они мне заказали вот такого формата записную книжку, копию в кожаном переплете. То есть там она будет не как записная книжка, а ее афоризмы, высказывания, мысли. Книга уже практически готова. Они просили подождать пока, чтобы дополнить информацию о музее, вообще о комплексе этого музея Марины Цветаевой. И что-то они застряли. Мне уже неудобно их прогонять, потому что несколько раз я их просил поторопиться. Наверное, я напомню через полмесяца, потому что срок уже все Отбор афоризмов вы сами делали? Или кого-то библиографов привлекали? Нет, это музей Сам. Музей Марины Цветаевой, там директор такая шустрая, к сожалению, у нас сейчас в секретном отпуске. И, к сожалению, просто некому подпинывать. Вот она работала, и директор всего комплекса подборки делала. А я технический исполнитель просто. Еще в Воткинском музее Чайковского тоже. Недавно, месяца полтора назад я оставил их партию. Неделю назад звонил, они сказали, все, это, везите новую партию. Вы же туристы. Вчера по радио Шудегов, Виктор Шудегов, от КПРФ, по-моему, депутат, жаловался, что вот в Вене там Моцарта как рекламируют хорошо, там у них и книги есть, и открытки, а у нас, говорит, про Чайковского ничего нет, подарить туристу. Я год назад приезжал в музей Чайковского, предлагал им свои услуги. Они сказали, хорошо, подумали. Год думали. Снова перед юбилеем как раз приезжал, за месяц до юбилея. Я говорю, еще есть время, подумайте. Ну, что-то не получилось. То ли времени нет, то ли директор новый там не раскрутилось еще. А был бы такой отличный подарок. Конечно. Там сотрудники предлагали издать книгу, сборник стихов, детских стихов Чайковского. Хорошая идея. Нет, в миниатюре предлагался. А оказывается, они сделали большую книгу. Мы не знаем, что это такое. Идей много. Успехов вам. Все, у вас есть? Спасибо. Что? Тиражи какие в среднем? Ну, начинала я с 20-30 экземпляров тираж первой книги. А сейчас вот, в основном 100. Самые большие тиражи это Ашельченки, 300 экземпляров. И
Марина Светаева, 200 экземпляров. А так в основном 100 экземпляров. Работа ручная, поэтому не разбежишься. А сколько примерно стоит одна книга издать? Ну, одна книга, Ну, в смысле, один экземпляр. один экземпляр. Ну нет, имеется в виду партия, но За один стоит, да, за один экземпляр. от 130 и выше, в зависимости от оформления. Самая дорогая книга это вот в таком оформлении. Это берестяная обложка. Сначала работали художники, прямо каждую книжку разрисовывали. А сейчас я делаю файл и рисует лазером уже. К сожалению, самых лучших книг уже нет берестяных, но тоже очень хорошо и быстро расходится. Я еще не рассказал про авторов. Послушайте. У меня жена работала в этом физкультурно-оздоровительном комплексе Сосновый. Там женщина одна увидела книжку у нее в руках. Откуда, говорит, у вас такие книги? Она похвасталась. Это мой муж делает. Она говорит, да я столько лет мучаюсь, не могу издать книгу. Во все типографии, говорит, совалась, вот там такие цены заламывают. Ну, жена дала телефон, мы с ней специалист. Она тут же прям прибежала после занятий. Договорились. И вот эта первая книжка Ольга Липунова «Город под верстачей». Повесть, сказка для детей. В основном для мальчиков это история о строительных инструментах. Потом вторая книга «Волшебство домового Кузи». Здесь 4 сказки для детей. Тут и для девочек, и для мальчиков тоже интересно. Это все книги, которые она 20 лет не могла выпустить. Потом «Петруша». Это исторические рассказы для детей, основаны на реальных событиях. Петруша – это Петр I в детстве, 6 лет. Вторая повесть там про Ивана Грозного в 16 лет. Ну и третья книга про Монголию, монголо-татарское иго. Ей так понравилось издавать, что она начала и большие книги сейчас издавать. У нее вышла фантастическая книга, фантастическая повесть о машине времени в издательстве «Известия Оренбургской республики». И вот эта книга, и вот эта вот книга уже в большом формате, чтобы можно было детишкам подешевле продавать. 50-100 рублей такие. А эти чуть подороже. 150, 170, 180 рублей. И это же, и теперь уже другая женщина увидела вот эти книги сказки и говорит, я тоже хочу писать и издавать. У меня тоже сказки есть. Но если у первой сказочники такие под характер у этой женщины, я бы сказал, жесткий, у нее и сказки такие. Ну, не очень жесткие, но есть такое. А вторая, наоборот, она спокойная, такая женщина. Первая книга «Сказки бабушки Велины», я не мудрствую лукаво назвал, просто так. И вторая книга «Новые сказки бабушки Велины». У нее такие хорошие, спокойные сказки для детей. О зверушках, там, о домашних животных. Очень интересно. Флору Васильеву вы все знаете. Но я ни разу не читал, пока не стал издавать, к сожалению. К 75-летию Флора Васильева от меня Ярский район заказал книгу. Они сделали подборку, очень хорошая подборка. Рисунки рисовала тоже художница, ярская девочка, которая работает в детской библиотеке центральной. И вот получилась такая книга «Моя столица Бердыши». Я думал, что такое Бердыши? Бердыш, наверное, представление это ружье, охотничий Бердыш. Оказывается, это название деревни Бердыши. Это случилось после того, как я выпустил серию «Поэтический дебют», а Ярский район был первый район из этой серии. Там презентацию сделали, и вот им понравилась эта книга, или мне этот формат, и они заказали вот эту книгу к 75-летию Флоры Васильевны. Потом второй автор уже сам заказал мне, тоже Ярский, Алексей Чельцов, вдоль тибетских излом. Тоже стихи, известный автор, его даже в школе Удмуртской изучают. И третий, в прошлом году я выпустил, позапрошлом уже, Михаил Федотов. Он категорически
запрещал переводить свои стихи с басурмянского языка на русский. Ну, не знаю, сейчас, наверное, уже выпускают. Вот здесь выпущено на русском и на удмуртском языке. Сначала идет на удмуртском, потом перевод на русском языке. У меня 2 книги таких вот. Ашельчаяки параллельно идет. Слева удмуртский язык, справа на русском языке. А здесь друг за другом. Вот эта Липунова, сказочница, она еще выпустила сборник, ну не сборник, дневники своему прадеду, участника Цусимской битвы. Очень интересная книга, получилась в 2 томах. О походе на Цусиму. Как из Кронштадта наша эскадра шла в бой в Цусиму. Очень интересно тоже все эти приключения, как они там, как потом бой произошел, как они в плену долго там были. Но плен такой, его пленом нельзя назвать, потому что жили как в санатории, как курорт. Выходили в город гулять, катались на рикшах, еще ругали рикшу, пинали, если он медленно бежит. Такой плен попали, да? Такой плен. А потом, когда приходили в свои казармы, даже казармами их не называешь, у них там бассейн свой был даже во дворе. Ругались, почему не белым хлебом кормят. Это первый раз вообще белый хлеб увидели. Матросы. Как понравился им белый хлеб. Выдавали им там деньги, определенное количество, туалетную бумагу. Это 905 год. А мы туалетную бумагу 20 лет назад только увидели. Было. В общем, всем обеспечивали этих пленных. Ну, потом их всех отпустили. Вот одна из, тоже один хороший автор, Расил Сабиров. Это преподаватель школы 100 Зарезы. Он тоже на курсах, я как-то в школе усовершенствования учителей рассказывал про книги, об издательстве своем. Ко мне подошел человек, преподаватель, а можно, говорит, выпустить свою книгу? Вот он выпустил сначала повести, пьесы о Чингисхане и о Битлз. 2 пьесы в одной книге в таком формате. Какая связь между Битлз и Чингисханом? Вроде как никакой. Я удивился, а потом на обратной стороне, он на обратную сторону прислал мне обложки, текст. Тогда понятно стало, потому что Чингисхан – это человек, великий человек, который всколыхнул все народы и началось переселение народов. А Битлз то же самое, они всколыхнули весь мир и началось выражение в всем мире. И в музыке, и в отношении к людям. И теперь у него 2-я книга «Моего университета» называется, 3-я книга «Золотые далекие дали» о студенческой жизни, и 4-я книга «Сказки» всяких разных народов. Он в стиле тех народов писал, придумывал сам, но писал в стиле тех народов. Норвежские, татарские, удмуртские. И сейчас готовится у него 5-я книга, что-то он разошелся. Вот все, наверное. Жалко, конечно, что я много книг оставил под прессом. Не полностью показал. Ну а часть первых книг, которые я выпускал, находится в Национальной библиотеке. У меня даже их нет. В отделе редкой книги, да? В отделе редкой книги и в отделе печати. То есть у вас даже вот вы Свои собственные прям даже у экземпляры себя не просто. оставляете один из Нет, я стараюсь Нет, оставлять. да. Я просто первых экземпляров у меня не оставлю. А что там? Ландыш, сирень, Нет, это Нет, там же серии, наверное, не первые же книги. там первые. Ну, есть там книги, которых у меня нет. А какие, например? Вот первый экземпляр книги про Федота Стрельца, она чуть меньше этого формата выпущена. У вас, наверное, тоже Есть. да? Да, есть. Мне сказали, что только у Ландышева осталось. В отделе у нас. Но некоторые экземпляры только в одном
в одном заседании. А иногда получается так, что с других городов идет заявка на книг, а у меня нет. Приходится из личного чемодана своего личного архива брать и высылать. А потом вспоминаю, там же подписи авторов. Уникальная книга. Еще нету книги. Оказывается, я кому-то отослал. Да, я работал еще с издательством «Микроб», киевское издательство. «Микроб», «Б», большая буква в конце. Тоже издательство миниатюрной книги. Они выпустили очень много книг, но в основном юмористического характера. Они мне присылали для переплета. Высылали в Питер на поезде, чтобы с проводником, чтобы там таможня выплатить за таможню, деньги не отдавали. Питерский коллекционер высылал мне по почте уже все эти распечатанные листы. Я их нарезал, сгибал, сшивал, в общем, переплетал, разрабатывал обложку. Где-то книг 20, наверное, я переплетал, тиражом 50 экземпляров, 20 разных наименований. Ну а потом, когда уже почувствовал, что у меня уже не хватает на свое время, пришлось отказать. Последняя книга, которую я делал для них, это инаугурационная речь Ющенко на 3 языках. На английском, украинском и русском. Очень красивая книжка получилась. Там итальянская вставка с портретом Ющенко я сделал. Она тоже есть. Вот одна здесь в библиотеке, вторая у меня. И в России вообще нет больше. Я просил их, чтобы они там с подписью Ющенко мне выслали 1 или 2 экземпляра. Хорошо, говорит, вышли. Теперь Ющенко, да? Теперь Ющенко. Где Украина? Еще казус произошел с якутской поэтессой. Тоже рекомендовали меня. Она позвонила по телефону с Якутска и попросила издать сборник ее стихов. Ну, мы договорились, все, объем, какой примерно она сказала, какие там иллюстрации будут. Ну, я примерно сказал, сколько это будет стоить. Высылайте, говорит, текст. Она текст высылает, а текст на якутском языке. И что делать? Потом я начал читать, а якутский язык, оказывается, и якутский, и татарский, я сам татарин. У них про язык, оказывается, один, я даже этого раньше не знал. Тюркский язык. И там, когда читаешь, понимаешь текст немного. И вроде все издал нормально. Сначала это был 2-томник, и потом еще и 3-й том она заказала. Вот я полностью тираж сделал, отослал. 3-й том, когда сделал, отослал, где-то я отослал в феврале месяце, а пришло к ним только в июне, потому что у них там дороги нет. Еще вопросы есть? Я вообще на этой теме рассказываю уже, да? Очень интересно.